Все готово, идем. Всем привет! Привет, мы продолжаем запись нашего видеоблога. В прошлый раз мы говорили об изменении климата. Сегодняшняя тема – энергия. А я вот знаю, что климат и энергия взаимосвязаны. А я вот пока, к сожалению, мало что знаю про энергию. Но у меня уже столько подписчиков. Ого, это у тебя уже столько ответов пришло? Надо же. Конечно, я же привыкла все делать заранее. О да, ты поставила в статус вопрос, что такое энергия, а я это и так могу тебе сказать. Только мне нужен учебник по физике. Ну, из учебников любой может прочитать. А мне зато вон уже сколько ответов прислали. Энергия – это тепло. Энергия – это свет. Энергия – это движение. От слов переходишь к делу? А, поняла. Вот он пример энергии. Знаешь, только как-то маловато информации. Дай-ка мне, сейчас все станет еще понятнее. Энергия – удивительное явление. Ею пропитан наш мир. Она может находиться в людях и животных, в камнях и растениях, в ископаемом топливе, в деревьях и воздухе, в реках и озерах. Она поднимает в космос ракеты, движет автомобили, корабли и самолеты, зажигает миллионы огней больших городов. И само слово «энергия» заимствовано из греческого языка и означает «действие». Она дает нам еще свет, тепло, связь. Энергия существует во множестве форм. Например, при нагревании чего-либо возникает тепловая энергия. В ходе химической реакции высвобождается химическая энергия, а при распаде атомов – ядерная. Есть и другие виды энергии – электрическая, гравитационная, солнечная и так далее. Она не исчезает и не появляется вновь, а только переходит из одной формы в другую. Например, когда вода замерзает, превращается в лед, когда закипает – в пар. Возможности энергии безграничны. Сегодня энергия сопровождает нас на каждом шагу. Она приводит в действие огромное количество приборов и механизмов, которые делают нашу жизнь такой комфортной. Взамен она требует не так уж много бережного отношения и экономного потребления. Получается, что энергия – это способность или сила совершать работу. Да, а все, что движется и живет, нуждается в энергии. Без энергии цветы не будут расти. Автомобили перестанут ездить. И ни один ребенок не сможет ходить. Вам, то есть всем нам, нужна энергия, когда мы бегаем, плаваем или даже думаем. Даже когда мы спим, мы все еще используем энергию. Получается, что энергия всегда вокруг нас, только в той или иной форме. Даже сейчас. Вот ты чувствуешь что-нибудь, Витя? Я больше чувствую, как жарит солнце. А удар шишкой по голове – это тоже энергия? Ого, это же наш учитель по физике. Ну-ка, что он тут нам написал? Часто энергия невидима, и ее нельзя почувствовать. Мы замечаем ее только тогда, когда по ее причине что-то происходит, например, включение света. Круто, да? На нас уже учителя подписываются. Сейчас, спасибо, напишу. А мне вот интересно, откуда вообще взялась эта энергия? А вот сейчас узнаем. Интернет тоже великая сила. Примерно от 300 до 700 тысяч лет назад человек получил огонь и стал его использовать в качестве источника света и тепла. Около 12 тысяч лет назад зародилось сельское хозяйство, и человек стал использовать силу крупного рогатого скота. Спрос на энергию увеличивается, как и спрос на корма для животных. Около 4,5 тысяч лет назад человек впервые использовал энергию ветра и воды. Пример – водозаборы для орошения в Месопотамии. А также тогда впервые стали использовать уголь и нефть для света и герметизации морских судов. Около 1000 лет назад появились первые ветряные мельницы. 300 лет назад и позднее началась индустриализация, начало эпохи ископаемого топлива, замена мускульной силы человека и животных станками, например, паровым двигателем, который приводился в движение с помощью ископаемых видов топлива и леса, что привело к вырубке огромных территорий. Ого, как далеко нам удалось заглянуть в историю. У тебя опять сообщение.
1965 года и до сегодняшнего дня потребление энергии во всем мире увеличилось почти втрое. К 2030 году ожидается, что мировое потребление энергии вырастет еще на 40%. Это тоже мы? Ну, получается так. А если она когда-нибудь возьмет, да и закончится эта энергия? Или можно получать ее бесконечно? Ну так давай скорее посмотрим, насколько это вероятно. Сама по себе энергия не может закончиться. Каждый достигающий Земли луч Солнца, каждое дуновение ветра, каждый всплеск морской волны исправно производит свою порцию энергии. И так может продолжаться бесконечно. Потому что это возобновляемые источники энергии. Они не наносят вред окружающей среде. И производимую ими энергию можно использовать без ограничений. Однако большая часть необходимой во всем мире энергии производится путем одноразового сжигания ископаемых. Нефть, природный газ и уголь. Это невозобновляемые источники энергии. Они доступны в ограниченном количестве, так как требуется миллионы лет для их нового формирования. Например, возраст самых древних углей оценивается примерно в 300-400 миллионов лет. Человечеству с каждым годом требуется все больше энергии. Но запасы нефти и природного газа в течение 2 ближайших поколений будут исчерпаны, а запасов угля может хватить только примерно на следующие 170 лет. Кроме того, производство парниковых газов усиливает изменение климата. Добыча и транспортировка угля, газа и нефти разрушают экосистему и среду обитания. Происходит загрязнение морей нефтепродуктами в результате аварий на бурильных скважинах и утечек в трубопроводах. Взрывы на атомных электростанциях провоцируют экологические катастрофы. Чернобыль на Украине, Фукусима в Японии. Сжигание такого топлива является основной причиной загрязнения воздуха, а это, в свою очередь, ставит под угрозу здоровье человека. Ну теперь ты поняла, как связаны энергия, климат и наше здоровье. В общем, нужно использовать возобновляемые источники энергии. Они безопасны и не закончатся. А давай узнаем, используют ли альтернативные источники у нас в Кыргызстане. Вот, прошли интересные примеры. А мой папа знает, как можно использовать солнечную энергию. Он сейчас об этом расскажет. Папа, расскажи. Даже несмотря на то, что сегодня пасмурно, насос работает. Принцип такой: солнечные лучи попадают сюда и преобразуют в электроэнергию. Далее по кабелям электроэнергия поступает в насос, который находится в воде. Насос качает воду, дальше вода идет по этому шлангу и используется для полива. Как вы сейчас сами видите, вода из насоса идет на полив. Несмотря на то, что сейчас нет солнца, в данный момент вырабатывается от 2 до 3 литров воды. А в жаркие солнечные дни мощность доходит до 7-8 литров в секунду. Наша школа на упаковке уникальна. Да отойди же ты, не мешай. Итак, наша школа на упаковке уникальна, потому что нам поставили солнечные водонагреватели. И как это сказать? Это эффективный способ использования солнечной энергии. Она греет воду. Вот. Как интересно. Я даже не знал, что у нас даже в школах такое можно делать. Да, это так здорово. Слушай, как быть с электроэнергией? Мы про нее совсем ничего не сказали. Да, вот смотри, нам уже пишут об этом. Основная форма, в которой мы используем энергию, это электричество. Электричество перемещается очень быстро. А знаете ли вы, что если бы двигались так же быстро, примерно 300 тысяч километров в секунду, это скорость света, то смогли бы пролететь вокруг Земли целых 8 раз за то время, которое требуется для включения света. Для получения электричества нам необходима энергия в таком виде, как, например, нефть, газ, уголь, солнечный свет, вода и так далее. Производство электроэнергии является очень дорогостоящим. Вот почему за нее нужно платить. Так, хорошо. Я понял, что надо отказаться от невозобновляемых источников энергии. Тогда мы сможем защитить нашу окружающую среду, климат и наше здоровье. А если еще мы будем бережно относиться к энергии, то нашим прапраправнукам не придется переезжать обратно в темные, неотопливаемые пещеры. Вот только как это сделать? Пока природные запасы тают, наши запросы наоборот растут.
Что ты имеешь в виду? Взять даже наш Бишкек. Его население постоянно увеличивается. В каждый новый многоэтажный дом въезжают сотни людей. С собой они привозят чайники, холодильник, Микроволновые печи, пылесосы, стиральные машины. компьютеры, телевизоры и множество других необходимых бытовых вещей. А чтобы все это работало, нужно много, очень много энергии. Остается только один выход. Нужно экономить. Гениально! Ты только додумался до этого, а я вот закинула этот вопрос в мой блог еще вчера, и у меня тут уже куча советов. И что же ты раньше молчала? С этого надо было начинать. Но я хотела сначала узнать твое мнение. Ну ладно тогда. Тогда давай смотреть советы. Давай, всегда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Выключайте телевизор, когда выходите из комнаты или когда его никто не смотрит. И другие электроприборы тоже выключайте, если вы ими не пользуетесь. Нельзя оставлять розетки и зарядное устройство для мобильника. Даже если оно не подключено к телефону, оно все равно потребляет электроэнергию. Телевизор, музыкальный центр, DVD-шник лучше выключать кнопкой или вытащить вилку из розетки. Холодильники потребляют очень много энергии. Не ставьте в него блюда, которые еще не остыли, так как они нагревают его, и тогда потребуется еще больше энергии для его охлаждения. Когда вы покупаете новые электрические приборы для вашего дома, например, холодильник, стиральную машину, телевизор, то смотрите обязательно на модели класса А+, и А2+, которые потребляют гораздо меньше электроэнергии при такой же производительности. Не включай свет, если в комнате еще нормально светло. И выключай свет, когда уходишь куда-то. Тогда будет меньше расходоваться электроэнергия. А у нас дома везде, во всех комнатах установлены энергосберегающие лампочки. Потому что, чтобы светить, им надо в 2 раза меньше энергии, чем обычно. Отлично, сколько полезных советов. И все так просто делать, просто надо не забывать. Да, точно. Но я вижу, что тебе еще присылают сообщения. Тут еще про энергоэффективность есть. Давай посмотрим. Энергоэффективность – это очень емкое понятие, которое говорит о том, что можно производить гораздо большую продукцию с наименьшими затратами энергии. Но не надо путать энергоэффективность и энергосбережение. Энергосбережение говорит о том, что нужно экономить энергию. Но в энергосбережении заключается меньший потенциал, нежели в энергоэффективности. В энергоэффективности, как в развитых странах, например, рассматривают, что 1 киловатт таким образом сэкономленной энергии через энергоэффективность равняется 5 киловаттам сгенерированной энергии. Так что здесь потенциал в производстве и развитии страны очень большой. Солнечный коллектор позволяет воду нагревать до 80 градусов, а в южных регионах и до 100 градусов. То есть это мощнейший источник для нагрева воды. То есть воду с таких коллекторов можно использовать как в душевых комнатах, на кухню. Можно подключать его к системе теплых полов и таким образом отапливаться. Вакуумный коллектор позволяет нагревать воду и в зимний период, и в рассеянную солнечную радиацию. То есть вот в качестве эксперимента можно продемонстрировать вам, как она работает. В наших пилотных классах мы установили энергоэффективные стекла, установили энергоэффективное освещение. То есть стекла, вот эти, которые мы поставили в классах, позволяют запускать внутрь тепловую солнечную энергию и назад ее не отдают. То есть таким образом в кабинетах поднимается температура от 1 до 3 градусов. То есть таким образом можно сберегать энергию на отопление. Энергоэффективное освещение позволяет получать качественное освещение в кабинетах, затрачивая меньшее количество энергии. Смотри, у меня уже 420 подписчиков, а 300 человек обсуждают нашу сегодняшнюю тему. Спасибо всем за активное участие. Столько полезных советов, я даже не знаю, что и добавить. А я могу добавить. Большое спасибо за ваши ответы, комментарии, обсуждения и лайки. И не забывайте репостить, чтобы как можно больше людей задумались над нашими серьезными и важными темами, которые мы здесь обсуждаем. Пока-пока. Скоро увидимся. Присылайте все, что у вас есть по нашей новой теме. Всем пока.